Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана принял председателя Совета директоров телеканала Евроньюз. Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку полетов в Москву до 31 марта. Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Италии на международный форум и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с председателем Совета директоров телекомпании Евроньюз Педро Варгасом Давидом. Отметив влияние на общественность информационной сферы, которая в Туркменистане стремительно развивается на базе передовых технологий и инноваций, Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность страны и впредь расширять партнерство с телекомпанией Евроньюз. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Совета директоров телекомпании Евроньюз Педро Варгаса Давида. Говоря о двусторонних контактах с Евроньюз, глава государства сделал акцент на целесообразности их расширения по таким направлениям, как популяризация культурно-исторического наследия Туркменистана в мире и развитие туризма. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Италии Серджио Маттареллу принять участие в международном форуме мира и доверия. Об этом сообщает МИД Туркменистана по итогам встречи посла Тойлико Мекова с дипломатическим советником президента Италии Фабио Кассезе. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Международный форум мира и доверия планируется провести в Ашхабаде 12 декабря. Возможности аккредитации журналистов Евроньюз в Туркменистане с последующим открытием корреспондентского пункта в Ашхабаде обсудили на встрече министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов и председатель Совета директоров телеканала Педро Варгас Давид. Отметив позитивный опыт сотрудничества Туркменистана с Евроньюз, стороны высказались за развитие партнерства на системной основе с задействованием новых форматов. Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку рейсов из Ашхабада в Москву до 31 марта. В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что для оформления вынужденного возврата авиабилетов пассажирам следует обращаться по месту их приобретения. Отметим, что на сегодняшний день между Москвой и Ашхабадом продолжает курсировать прямой рейс российской авиакомпании S7. Два инновационных медицинских учреждения в Ашхабаде были удостоены престижных сертификатов German Design Award Winner 2025 от Германского совета по дизайну Радфюрмформгебунг. Международный оздоровительно-реабилитационный центр и Международный научно-клинический центр физиологии были отмечены за выдающиеся архитектурные особенности и современное медицинское оборудование, соответствующее международным стандартам. Международный оздоровительно-реабилитационный центр на 400 мест и Международный научно-клинический центр физиологии на 250 мест были открыты в октябре прошлого года. Оба объекта построены турецкой компанией ГАП «Иншаат». Турецкий режиссер Gökhan Arı приступил к экранизации выпуска программы «Пусть говорят», который в 2013 году стал самым просматриваемым. Сюжет эпизода, получившего название «Турецкий гамбит», лег в основу художественного фильма «Одна надежда». В центре сюжета трогательная история турецкой женщины Гульсум, которая проявила невероятное милосердие, выхаживая российского мальчика, пострадавшего в автокатастрофе в Анталье. В зоопарке Сан-Паулу публике представили самку белого медведя по кличке Нур, первого белого медвежонка, родившегося на южноамериканском континенте. Малышка появилась на свет 17 ноября и первое время провела с матерью в специально созданной искусственной берлоге. Родителями Нур стали белые медведи Аврора и Пилигрим, привезенные из России, которые живут в бразильском зоопарке уже 10 лет. В Туркменистане запускается новый проект «Спортсмен месяца». Для участия в первом голосовании Туркменский государственный институт физкультуры и спорта выдвинул 7 спортсменов, отличившихся на международных соревнованиях в различных дисциплинах. Проголосовать за одного из них можно будет, отправив специальный цифровой код на номер 0518. Среди номинантов тяжелоатлет Шахзадбек Матьякубов, дзюдоистка Майса Пардаева, шахматист Аман Мухаммед Хомадов и другие. Победитель, набравший наибольшее количество СМС-голосов, получит ценные подарки, почетную грамоту и станет героем специального телефильма. Международный олимпийский комитет принял отставку действующего президента Томаса Баха, который подал заявление в исполком на этой неделе. Решение вступит в силу 23 июня, когда произойдет передача полномочий новому руководителю организации. Бах занимал пост президента МОК с 2013 года, а в 2021
Назарбаевым был переизбран на второй четырехлетний срок. Еще в августе 2024 года немецкий функционер объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Выборы нового президента МОК запланированы на 20 марта. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.